В окружающем нас мире много прекрасного, особенно много тайн и величия в горах Кыргызстана. Школьник из Иссык-Кульской области Айтбеков Даниэль запечатлел на свой фотоаппарат самый красивый, по его мнению, хребет. Получившийся снимок назвал «Мираж» и отправил его на конкурс «Геология глазами детей». Жюри работа понравилась, и Даниэлю присудили первое место. Моя мама преподает в школе географию, она много рассказывает про горные хребты, равнины и камни. Мне самому очень интересна геология. Наверное, поэтому я занял первое место. Участники конкурса могли представлять свои работы по 3 тематикам. Первое – геолог в кадре. Это портреты специалистов, геологов, геофизиков, моменты, передающие их состояние настроения во время работы. Второе – пейзажная геология, удивительные геологические чудеса нашей Родины и магия минералов, фотографии, отражающие красоту минералов и пород. Я участвовал в 2 номинациях. Представил фотоработы «Геолог в кадре» и «Магии минералов». В итоге и там получил призы, занял первое и второе место. Участие в конкурсе приняли 200 с лишним учеников старших, младших классов кыргызстанских школ. Это дети в возрасте от 10 до 18 лет. Организовал конкурс Фонд развития геологии в преддверии Дня геолога. Кстати, за последние годы это не единственное подобное мероприятие. До этого школьники уже писали сочинения о профессии геолога, участвовали в аналогичном фотоконкурсе. Мы хотим популяризировать среди подрастающего поколения школьников профессию геолога, и чтобы у них сложилось уже свое предварительное мнение, может они уже 5, 6, 7 классы, они может уже пока до 11 класса дойдут, определяться с профессией. Некоторые из них выберут профессию геолога, чтобы было бы плюсом для специализации геологов, да, потому что они уже со школьной скамьи подготовились, что такое геология, что такое минералы и горные породы. Фонд развития геологии Кыргызстана был создан для популяризации геологической отрасли среди молодежи, повышения кадрового потенциала путем интеграции науки и практики. Здесь уверены, развитие юниорских компаний в геологическом изучении недр – это будущее, так как, внедряя программы по геологии в школьном возрасте, повышается не только престиж профессии геолога, но и качество подготовки специалистов. Мы, живя в горной стране, должны сказать, что мощь, самостоятельность, дальнейшее развитие нашего государства будет прирастать горным производством. Наши горы содержат всю таблицу Менделеева. Большая часть всех металлов, которые употребляются в промышленности, она у нас есть. Многие его отрасли развиваются. Ну и немножко исторического экскурса. В Великой Отечественной войне больше половины боеприпасов было заделано из свинца нашего Актюза, Борду и Актюз. Вольфрам, необходимый для военной промышленности, поставлял наш Кумбель кыргызский. И для того, чтобы сейчас жить и развиваться дальше, нам нужно в первую очередь, я не говорю об энергетике, об этом само собой, нужно развивать горную промышленность и стараться как можно больше тех месторождений, которые уже открыты, ввести в производство, внедрить, и постараться выпускать и реализовать не руду, не сырье, а реализовать готовую продукцию. Призеры фотоконкурса получили грамоты и денежные вознаграждения. Но важна была даже не победа, а само участие в конкурсе, благодаря которому мир геологии открыл свои двери этим школьникам и позволил им прикоснуться к романтике, закрытой от глаз других людей. Екатерина Такамбаева, Мухтар Улу Умурбек, ТВ 15.